В мире более 500 миллионов людей с ограниченными возможностями нуждаются в социальной адаптации, внимании, заботе и общении. В Крыму их около 20 тысяч в возрасте от 18 до 40 лет. Среди них есть те, кто, несмотря на свои ограниченные возможности, нашли смысл в жизни, проявляют стойкость духа, реализовывают себя и побеждают. В библиотеке имени Гаспринского прошла встреча с кандидатами в мастера спорта по теннису на колясках, а также призерами и разрядниками чемпионата для лиц с интеллектуальными нарушениями. Мероприятие прошло в рамках социально ориентированного проекта «Мусавилер Мейдана». Они нам, наверное, преподнесут урок настоящего мужества и урок человеческих возможностей, безграничных возможностей, хотя их принято называть люди ограниченных возможностей. У нас заявлено 6 спортсменов, у которых награды, вымпела. Они чемпионы и призеры различных олимпиад именно по теннису на колясках. И это действительно настоящий урок для нас, мастер-класс для нас с вами, потому что мы вроде бы не ограничены физически в своих возможностях, и иногда пребываем в лени, у нас безнадега, а они трудятся, добиваются, и у них действительно вот такой позитив, и это мотивация для нас всех. Это действительно мастер-класс, урок жизни для всех нас. Спортсмены на колясках поделились с гостями историями успеха, рассказали о своих достижениях. Их кубки и медали – показатель силы воли, стойкости духа и любви к жизни. Сурен Эреджепов первым в Крыму начал развивать большой теннис на колясках. 17 лет назад врачи поставили ему диагноз «рассеянный склероз». Страшный недуг не сломал Сурена. Он добился больших высот в спорте, а в прошлом году открыл школу адаптивного тенниса, где тренирует детей с интеллектуальными нарушениями и ограниченными возможностями. Когда мы только начали развивать этот спорт, для меня лично это было, что нет ограничений, то есть несмотря на то, что мы физически ограничены в чем-то, то есть нет ограничений в этом, то есть идти вперед, развиваться в спорте, не сидеть дома, расти. То есть первый проект мой был этот проект «Теннис на колясках», как бы, да. После того, как к нам стали обращаться родители детей с ментальным нарушением, я принял решение, что нужно расти дальше. То есть в итоге открылся второй проект «Школа адаптивного тенниса». На данный момент около 30 детей с ментальным нарушением, это вот с различными диагнозами, от синдрома Дауна, аутизма, различных неврологий, умственная отсталость. Али Кадралиев занимается большим теннисом на коляске уже 6 лет. После полученной травмы в возрасте 14 лет нашел в себе силы жить, раскрыл свой потенциал и стал кандидатом в мастера спорта. У меня травма в 2009 году. Я прыгнул в воду и сломал себе шею. Это было в Узбекистане. Мы с друзьями сдали экзамен и поехали это как бы отмечать на речке. И я прыгнул неудачно и сломал шею. Всегда в спорте был, поэтому и как бы спорт не ушел, а пришел обратно. Путь к достижению цели у каждого человека свой. Спортсмены, принявшие участие в мероприятии, своим примером еще раз подтверждают – человеческие возможности безграничны. Не опускайте руки, нет ничего невозможного. То есть, несмотря на то, что жизнь продолжается, ограничения только в умах, в голове. Вот. Встал, пошел, поднялся, упал, поднялся, пошел.